Город Ишимбай называют вторым Баку. Здесь в 1932 году запустили первый Поволжье и на Урале нефтепромысел. В мае 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу Башкортостана, и на смежной территории двух районов нашего региона, Ишимбайского и Стерлитамакского, появилась особая экономическая зона Алга. В основе проекта особый подход для резидентов, льготы на налоги, понижающий коэффициент на аренду, другие условия. Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов – крупнейшее производство катализаторов, адсорбентов и молекулярных сит в России. Сначала там производили циолиты, а после модернизации производства начали выпускать катализаторы. Эту продукцию используют в нефтеперерабатывающей промышленности. В рамках рабочей поездки по Ишимбайскому району глава Башкортостана Ради Хабиров в научно-исследовательском центре Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов. Здесь у нас находится наш научный центр. У нас очень наукоемкая продукция. Наукоемкость заключается как в изготовлении, так и в применении, потому что мы должны сопровождать непрерывное сопровождение на всех заводах, где применяется продукция. Поэтому здесь научный центр, он самый оснащенный в отрасли вообще в России. И редко, может быть, в Новосибирске есть более крутое оборудование, чем у нас. Больше нигде нет. Это было здесь когда-то брошенное здание, мы его восстановили. И сейчас пройдем посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Это испытательное оборудование? Да, это испытательное оборудование. Мы производим катализаторы, постоянно. Во-первых, много заводов. Для каждого завода необходима своя продукция, потому что каждый завод, одним нужен бензин, другим дизель, степень очистки, модификации и так далее. Поэтому происходит непрерывное совершенствование продукции и его испытания. Вот эта установка, здесь это мини-завод. В маленьком, но это все стадии, которые на нефтеперерабатывающем заводе, они все здесь есть. Только здесь два реактора, параллельно можно сделать сравнительные испытания образцов. Загружаем импорт, абсолютно одинаковый режим, и потом видим результат. Вот этот результат сейчас начальник именно этой лаборатории вам показывает. Начальник этого участка. Это дизельная фракция сырьевая, которая поступает на установки. Это на реальной установке Уфимского НПЗ. Это пробег нашего катализатора, который был 19.09.2019 года. Это продукт, который получается. Значит, это дизельная фракция, которая уже, по сути дела, это топливо автомобильное с содержанием серы менее 10 ppm, то есть евро 5. Это катализатор наш позволяет выпускать такую продукцию. То есть после перегона, получается, с катализатором? Это не перегон, это пропускание через катализатор. Вот здесь реактор стоит, допустим, да? То же самое происходит здесь. То есть то же самое можно сделать с этими продуктами на этой установке. И потому, насколько они очищены, мы судим, как работает катализатор. У нас есть модельное сырье. На модельном сырье мы проводим испытания и смотрим, сравниваем катализаторы. Наши катализаторы это большая наша гордость по гидроочистке. Мы сейчас находимся на мировом уровне, по сути дела. Мне рассказали, министр докладывал, вы на экспорт работаете, получается. Да, а куда, в какие страны? Туркмения, потом это Белоруссия, в Иран были поставки. Сейчас на самом острие у нас мы развиваемся в Индию. Кроме этого, поставляли и в Штаты, в Европу были поставки. В Индии мы сейчас, мы уже на 2 предприятия поставляли. В прошлом году осенью мы была первая поставка на самое крупное предприятие в мире нефтеперерабатывающее. Мы поставили туда без предоплаты 300 тонн с условием только, что если мы покажем качество, не хуже остальных американцев, кто там работал и так далее, только тогда оплата. Они у нас осенью забрали 300 тонн, а испытали, сейчас дали заказ на 2000 тонн. Сейчас работаем, это мы нарабатываем уже на Индию заказ. А вообще у них потребности... Там и рынок большой, наверное, да? Там Индия огромный рынок. По прошлому году не можете сказать, какая экспортная выручка у вас была? Экспортная выручка, мы справку давали, но у нас около половины продукции мы экспортируем. 1 миллиард рублей. Сколько? 1 миллиард. Экспортная выручка, да? Да. Это получается 1 миллиард в долларах, 10 миллионов где-то. 10 миллионов потенциал долларов. очень серьезный. Здорово. Поэтому на первом месте стоит качество, а потом уже цена. Сырье для изготовления катализатора это что? Сырье
в основном сырье Здравствуйте. это Здравствуйте. сырье местное. Здравствуйте. То есть это салават стекло, силикат глыба, каустик это каустик, ну, каустическая сода. Это окись алюминия, но в основном это вот уральские заводы. А основное сырье все-таки что? Это, наверное, каустик, да, то, что дает? Или Все вот это вот примерно... примерно где-то- в 3 равных долях, да? То есть у вас взаимодействие с БСК уже построено, да? Да, с БСК построено. И на БСК же у нас же наш один из заводов. Я вам благодарен, потому что вы подтолкнули, создали совместное предприятие с Роснефтью. И уже в прошлом году мы больше чем на миллиард произвели продукции. И это будет нарастать серьезно, потому что у нас наша продукция одна из лучших в мире. Но вы с ними не мешает конкуренция вот с ними? Или... Не, у нас это разные ниши. ниши, вот я говорю, раз. Они у нас берут сырье, полупродукты у нас, они как финишное производство там. А вот по году, по прошлому выручка какая у вас была? Выручка больше 3 миллиардов. Больше 3 миллиардов. Да. Но мы вырастем еще сильнее. Если вы нам поможете, у нас Поможем. еще потенциал Я для этого и миллиард. проехал. Просто миллиард вообще, простой миллиард. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, об этом оборудовании вот девушка расскажет, что у нас об этом оборудовании, которое здесь находится. Это рентгенофлюоресцентный спектрометр, предназначен для химического анализа в твердой фазе. То есть здесь можно измельчить образец, сразу анализировать. Не требуется перевод в раствор и прочие операции пробподготовки. Удивительно. Очень сложное оборудование, оно основано на физических принципах. Вот этот аппарат загружает капсулу, и он сразу выдает результат химсостава. Это очень сложное оборудование. Значит, мы, когда я говорил о катализаторах Крекинга, это основная крупнотоннажная наша продукция. Кроме этого, и мы с нее начинали, это были адсорбенты. Целлитные адсорбенты, они применяются для очистки газа. В основном это самое массовое применение, это Сибур применяет для очистки газа на севере. То есть мы совместно с ними подняли качество продукции, и сейчас, когда они составляют техническое задание, иностранцы уже не могут соответствовать, они не выходят на тендер. Потому что мы уже от них ушли далеко, вот по этой продукции. А вот FCC крупнотоннажный, который мы экспортируем, это вот этот продукт. Вот он течет, видите? Вот. Потому что так он течет. Видим потому муки что... как-то, да? Вот что-то такое. Мука не так не течет. А он течет, Очень потому что, сыпучий, да? потому что он шарик. Он так похоже даже на воду немного. Да, как вода. Потому что шарик, он так перемешается. И вот через него прогоняется, вот, соответственно, топливо. А он идет в смеси с топливом. Там это все смешивается многократно, он летает при температуре там, от 450, потом регенератор около 700 градусов. И он почему требования к его прочности? Потому что он многократно с огромной скоростью вращается в этой установке крекинга. Крекинга — это огромные установки, и там он контакт несколько секунд с топливом. Потом снова его выжигают, потом снова, ну, это самое, на каждом нефтепродуктовом заводе крекинг — это, ну, сердце завода. Основную продукцию на каждом нефтепродуктовом заводе это крекинский, да? Это оборудование для определения стойкости к стиранию микросферических катализаторов. Здесь суть испытаний заключается в выстирании, то есть износит катализатор воздушной струей. На сегодняшний день мы с гордостью можем заявить, что у нас в научном центре представлены все методы испытания прочности микросферических катализаторов, которые существуют в мире. Удивительно. Вот эти стенды – это анализ удельной поверхности и пористой структуры. Удельная поверхность и пористая структура – это ключевая характеристика катализаторов и адсорбентов. Поэтому этих приборов у нас много, потому что это самый массовый анализ, и проба к нам поступает буквально с периодичностью одна в полчаса. Это установки для определения активности катализаторов. То есть это, характеристика, которая на выходе определяется. То есть это результат всех остальных свойств катализатора. Эти установки производятся у нас в Башкирии. Позволяет она анализировать по международному методу АСТМ D3907. Нефтехимавтоматика. А где это предприятие такое интересное? Уфа. В Уфе, да? Здравствуйте. 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 Это дериватограф, совмещенный с квадрупольным масс-спектрометром. Позволяет проводить очень сложные исследования, термограмметрические исследования с одновременным контролем отходящих фаз. А вот сотрудницы, По-русски они, можно вот я уж подумал, не нефтяной заканчивали, да, или химфак какой-то? Нет, Академия экономики и сервиса. Академик экономики. Ну, вообще, тут, наверное, и выпускники нефтяного, химического факультета, БГУ, химфака, наверное. В основном красные дипломы. Да.
подбирает Гульнас себе. Ну, мы даем как бы возможность молодежи развиваться. То есть мы ну, как бы подбираем персонал, работать с преподавателями очень плотно. То есть лучших студентов у себя здесь Здорово. собираемся и стараемся обучать, потому что отрасль на самом деле наукоемкая. И вот, например, работе на вот этих приборах у нас ну, не обучают в каких-то учебных заведениях. То есть они вот могут воочию, то есть имея теоретические знания, здесь их применять. Реализовать, а вот получается, другие нефтеперерабатывающие заводы там, по стране, которые у них свои научные, получается, подобные лаборатории, да? У них есть лаборатории по исследованию свойств катализаторов, которые во многом дублирующие. Мы же тоже свойства исследуем, но у нас же еще посвящено синтезу. Очень приятно вот, видеть такое предприятие. И, как говорится, и снаружи, и внутри, и содержательно. Очень, очень интересно. Спасибо большое. Крепкого здоровья. Успехов. Раф Ильич, между прочим, 30 лет человек на предприятии, один из самых удивительно, старейших да. сотрудников. Не Александр Борисович старший, не по возрасту, а старее сотрудник. Он Здесь больше в этом, да? Ну, он-то в этой отрасли, он бывший сотрудник Грознии. Мы курировали в Грозни закупку второй очереди на Ишимбай. Вот как раз А заканчивали FCC, Грозненский? Это? Грозненский нефтяной, да. Там родились? когда-то правильно? Да, 38 лет я там прожил. Грозненский Ну, нефтяной. вторая родина. Ну да, по сути дела. Да. Очень приятно. Спасибо. А можно с нами фотографировать? Давайте. Включайте, выходите. Оксана Борисович, я все-таки вот вам маленький выговор хочу объявить. Столько прекрасных девчат, да? А вот где они парней будут находить? Вот мне кажется, вам тоже об этом думать надо. Спасибо. Спасибо вам, прошедшим вас праздником. Я прямо, честно, очарован вашим коллективом. Очень приятно. Спасибо. Будьте здоровы, Это вот счастливы. наше будущее. Это правда наше будущее. Спасибо вам большое. Спасибо. Раф Ильич, позвольте вопрос. Вот я увидела вашу реакцию на предприятие и солидно, и вместе с тем очень, скажем так, перспективно, и гордость берет. Я же, знаете, как все-таки там, где я вижу, что было и как развивается, я вижу разницу, да, и очень рад, что основной комплекс предприятий ишимбайских все-таки благодаря энтузиазму руководителей, акционеров продолжает жить. И самое главное, видите, как развивается, что они не просто там поддерживают текущий статус, они создали лабораторию научную. Кто бы мог подумать, что где-то в центре Башкортостана, в маленьком городке, сидит такая лаборатория, которая является, вот, по признанию коллег, одной из лучших в Российской Федерации. Поэтому, конечно, душа радуется. А мы помогаем? Вот сейчас мы будем все ждать. Вот, у них Если есть о помощи предложение. республики, республика оказывает огромную помощь. То есть, как экспортно ориентировано наше предприятие, мы пользуемся льготами, и нам правительство оплачивает транспорт. Воспользовались, да? Да. И кроме этого, значит, после того, как мы освоили новые рынки в Индии, нам правительство... Это было, кстати, предложение Андрея выделили Геннадьевича. выделили грант 3 миллиона рублей. Кроме этого, 8 миллионов нам за транспорт заплатили, за поставку. Поэтому мы этой программой мы пользуемся и благодарны. Ну, вот мы вместе еще совместно проводили переговоры с Роснефтью, потому что есть еще Стальтамакский катализаторный завод, и как раз вот мы пытались каким-то образом поженить. Получилась хорошая история, предприятие развивается. Ну а вот сегодня у нас будет еще дальше диалог, потому что там, где, как говорится, развивается, вот в первую очередь мы, конечно, будем поддерживать. И потом социальный какой эффект? 790 или 750 у вас? 750. 750 человек работают здесь. 750. Это огромное социально важное предприятие. Позвольте вопрос, Андрей Геннадьевич, относительно мер поддержки. Что вот то, о чем говорят коллеги, что это такое? Ну, экспортно ориентированным предприятием мы старались сделать систему, которая позволяет им уменьшить свои издержки на логистику, которая идет на сертификацию, а также все новые контракты, которые впервые заключаются, так называемые экспортные. Потому что разница начала, когда прыгать. Первый контракт всегда сложнее, расходов больше, доходы непонятные, поэтому вот такой кэшбэк на первый контракт мы возвращаем. Вот, раз отмечают экспортно-ориентированное предприятие, что дает им поддержку и пользу, ну, значит, правильно дорогу идем. То есть в точку, получается, попал, да? Да. Мы растем, и мы в следующем году, то есть в 2021 году мы планируем на 40% увеличить экспорт.
Мы участвуем в тендерах, в том числе и в Европе. Прошли испытания в компании Total, знаменитая вот эта компания. Мы тоже прошли там испытания, готовимся тоже к отгрузкам. Везде положительные результаты. Спасибо. Микросферические катализаторы крекинга тоже производят на Ишимбайском химзаводе. Вместе с главой Башкортостана Радим Хабировым отправляемся в цех, где их выпускают. Здравствуйте, Радик. Вот это у нас финишное производство. То есть во всех остальных цехах производятся различные компоненты катализатора. А в этом цехе все здесь сходится. И в зависимости от потребителя, для каждого потребителя, конечно, разные, потому что требования разные. Здесь составляется композиция, и из этой композиции производится катализатор. Вот начальник этого производства. У нас везде молодежь. То есть 90% это вообще молодежь. А что заканчивали? Уфимский, нефтяной технический. Нефтяной технический. А сами родом из Ишимбая? Да. Классика, да, получается? Уехали в Уфу, там отучились. Я Стрельтамакский. В Стрельтамакской филиале, да? Факультет автоматизации. Ну, здорово. Пройдемте. Давайте. Вообще, катализатор у нас это многокомпонентный продукт. Здесь непосредственно, как Александр Борисович говорил, происходит смешение всех компонентов в нужной пропорции. Для каждого завода своя уникальная технология. Она разрабатывается в научно-исследовательском центре, то есть тот компонентный состав, который нам нужен. И далее мы здесь придаем всем этим компонентам такую сферическую форму, правильную, но микроскопических размеров, порядка 60-70 микрон. Все это распыляется через форсунки высокого давления. Затем Алмазные форсунки. Да. Затем все это упрочняется в прогалочных печах и становится в готовом. Пульпа густая, распыляется под высоким давлением. А фасуется она в каких-то кегах больших, да, или как фасуется? После прокалочной печи продукт охлаждается, затем мы его вытариваем в контейнера, которые могут быть заточены как под автомобильные виды отгрузок, под вагонные виды отгрузок, да, и даже морские контейнера мы можем грузить, имеем опыт. Это печь, да? Это сушилка. Сушилка, ага. Эта сушилка, она была списана на салат-стекле. Мы ее забрали, восстановили, она работает. Потому что очень дорого стоит. Ниже уже японская, там прокалочная печь, там уже режимы сложнее. Здравствуйте. 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 Девушка как раз занимается тем, что управляет процессом производства каталитического катализатора крекинга. Отсюда все управление у нас происходит. Весь процесс максимально автоматизирован. Львиная доля всех ключевых показателей, она синхронизируется с отдельными системами нашими, которые позволяют контролировать не только им, но и нам. Ну, то есть в случае какой-либо внештатной аварийной ситуации по какому-либо показателю нам приходит уведомление на наши телефоны. То есть мы в любой момент времени можем быть в курсе той или иной ситуации, которая развивается у нас на нашем предприятии. Что касается самого процесса, как я уже и говорил, здесь ключевой фактор – это правильно подобрать и смешать все необходимые компоненты. Это непрерывный процесс, наверное, да? Да, это непрерывный процесс. Скажем так, наши возможности позволяют нам работать еще в больших объемах. Текущая производительность, она позволяет нам делать некоторые паузы, скажем так, для каких-либо модернизаций и своего рода нововведений, так скажем. Потому что, как, наверное, Александр Борисович говорил, катализаторы – это сложный продукт, постоянно нуждается в модернизации, в исследованиях, поэтому у нас такие большие исследовательские центры. Ну и все это реализуется в конечном итоге на производстве. По 2020 году можете сказать, сколько денег инвестировали в капремонты отдельно и в инвестиции? Около 300 миллионов рублей инвестировали в 2020 году, несмотря на то, что был сложный год. На этот год у нас очень большие инвестиции планируются, это порядка 500 миллионов, из них это порядка 200 миллионов на приобретение, в том числе газогенераторных установок. У нас здесь есть какие-то варианты? Нет, да? По федеральным надо смотреть. По ФРП не проходит Россия? Нет, вот по российскому ПАКВЭДу надо смотреть.
А вот вы же абсорбенты делаете, да? Ведь? Да. А вот с НХЗ-то вы работаете, нет? Или у них нет потребности? Нашим Салаватским нефтехимическим заводом. Конечно. Работаете, да? Мы часть продукции туда поставляем, но там еще есть соседи СКАЦ, Салаватский катализаторный завод. Мы с ними сотрудничаем, конкурируем. Вот. Часть Вместе, берут да? у них, часть берут у нас. Просто у нас планы-то большие, мы нефтероксинтез хотим расширять, там объемы производства существенно причем, поэтому... Вот у них сейчас планируется одна из больших переделок. У них есть 2 установки крекинга, они потребляют шариковые катализаторы крекинга. И эти катализаторы делает СКАЦ как раз. Но у них в программе, наверное, в этом году у них будет введено уже В апреле. новая фабрика, новый крекинг, который будет уже потреблять как микросферический катализатор крекинга, и они уже целятся на нас. Шариковые они планируют закрыть там или переоборудовать под другие процессы, а будет уже крекинг более современный. И это можем выпускать только мы. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Но мы уже сотрудничали, вы нам очень помогли. Ну, дай бог. Да. А мы вообще Мы только уже для этого 1 миллиард Башкирию мы принесли с вами вместе. Потому Отлично. что мы на 400 миллионов продавали, в прошлом году уже было миллиард. Ну, дай бог. Вот. Это я Так и имею в виду дальше. про стерлитамак. Дальше давайте. Вот сейчас не оставим. Дальше, а мы вот будем. Счастливо. До свидания. Я посмотрела, в Ишимбайском районе сейчас реализуют 58 проектов на сумму 32 миллиарда рублей объеме инвестиций и 2600 новых рабочих мест. Еще инвестпроектов 5 сейчас на, по-моему, там 13 миллиардов рублей и 1100 рабочих мест. Мы будем расширять нашу особую экономическую зону Алга. Ну, у нас была задача вот вдохнуть жизнь, вот так и неплохо развивался и Ишимбай, и Стерлитамак. Но вот на весь этот узел мы именно почему выбрали, что здесь особая экономическая зона, потому что, во-первых, понятные трудовые ресурсы есть и территория с хорошими техусловиями. Поэтому вот я думаю, что развитие экономической зоны вкупе с поддержкой существующих предприятий, не входящих, вот как, например, это дает однозначно развитие вот данному треугольнику. Для Ишимбая вообще я с головой... Вы имеете в виду 3 района сейчас, да? Да. Это... 3 города. 3 города. Плюс еще районы, которые рядом тоже. Это мы говорим сейчас все-таки о Стерлитамаке? И Салават и Ишимбай. А вот что важно еще, на что уже мы обращаем внимание. Вот мы говорим безработица. Но вот в Ишимбае, например, у нас мы сейчас, скажем так, как-то по-русски, да, лучше вдыхаем новую жизнь в чулочную фабрику, трикотажную. Да. Плюс у нас за спорт строится большое предприятие по пошиву швейной одежды, огромное на, соответственно, зоне. У нас уже швей не хватает. Вот уже мне голова говорит, что 200 швей не хватает. Здесь определенные, конечно, есть проблемы. Очень часто зарплату швей очень по низкому тарифу оценивают. Я вот в Кумертау был. Там, кстати, неплохо. Там предприятие новое, которое вот джинсы шьет. Там человек, который проучится, он там где-то 27 тысяч получает. Это уже неплохо для женщины, которая приходит 5 дней в неделю работает. А вот все будет упираться как зарплата. Хорошая зарплата будет появиться. Поэтому нам уже сейчас нужно о трудовых ресурсах думать. И все-таки мы про зону говорим, что перспективы развития есть, потому что... Ну, конечно, есть, конечно. Мы уже об этом не говорим. Я считаю, что это факт, что зона занимается хорошо. Мы говорим уже о новой зоне, понимаете? Мы сейчас об этом думаем. Спасибо. Мусорная реформа стартовала в России 1 января 2019 года. Цель – ликвидировать незаконные свалки и перейти на раздельный сбор отходов. Рекоператоры установили во дворах домов контейнерные площадки для пластика, бумаги, стекла. В Республике Башкортостан строит мусоросортировочные комплексы, обновляет оборудование и автопарки. В Ишимбае главе Башкортостана Радию Хабирову представили новый мусоровоз производства компании «Ишимбай спецтехника». Здравствуйте. Можно начать? В общем, уважаемый Радий Фаритович, уважаемый Андрей Геннадьевич, уважаемый Азамат Фаритович, в общем, разрешите доложить то обещание, которое мы, в общем, обещали в том году на промчасе в Уфе, в марте 2020 года. Мы как бы выполнили, конечно, с опозданием, но здесь эпидемия, туда-сюда, это немного сказалось. Мы нашли ребят в Уфе, в городе, и, в общем, все то, что здесь вот касается гидравлики, гидроцилиндров, все это сделано в Уфе нашими ребятами, нашими специалистами. То есть уже это даже не в пределах Российской Федерации, а сделано у нас в Башкирии нашими собственными ребятами, нашими собственными специалистами. Если позволите, мы сейчас, ребята, могут вам продемонстрировать, как она работает.
общем, вот начинается автоматический цикл прессования. То есть вот оператор, когда подъезжает, соответственно, включает цикл прессования. Потом следующее, что он делает, это опускает под контейнер. Соответственно, берет контейнер. Да, вот. Тут есть крючки, которые поднимаются. Сейчас у нас контейнера нету. Ну, в общем, вот суть вот такая вот. Потом, соответственно, поднимаем контейнер. И включается опрокидыватель. Включаем опрокидыватель. Вот, а в это время как бы цикл прессования непрерывный идет. То есть, вот, выгрузили мусор. Ну, как обычно. Вот это для крышек. Есть контейнеры с крышками. То есть те крышки, когда вот так вот открываются, он их подхватывает. Ну, это первая наша машина, Ради Фаридович? Нет, вторая. Вторая? У нас красный пролетарий тоже сделал, вот мы сейчас выбираем. Но этих цена привлекательнее намного. Для серийного производства уже? Ну вот это первый образец, и в зависимости от того, вот его надо испытать, а потом уже вот такие машины должны бегать. Еще подниму задний борт. А вы сколько можете делать, вот если... Нам немножко нужно время для подготовки производства, 2 квартала, а потом мы можем до 5 штук ежемесячно. 5 штук ежемесячно? Да. То есть в год 60 штук можете? Да, это можем. Потому что мы делали подъемники нашими же силами до 80 машин. Они все на КАМАЗах, то есть опыт у нас такой реальный. Мы даже как бы входим в ассоциацию исследований скважин, там это подтвердят по статистике. Да. Вы начинаете только строить, вот это будете строить? Да. Вот, Что на данный момент у вас здесь? Площадка? Ну, мы сейчас туда на землю не заходили. Мы заходили, мы ее все осмотрели, вот уже на основе... Размежевали, показали по границе для данного Да, это резидента. 5-й номер, да, 5-й номер. Помощь какая-то там, вот эти наши, там на промчас можно или на инвестчас? Ради Фаридович, ну вот такая машина, другая, на красном пролетарии. Ну это же отлично, что мы свое пробуем, развиваем. Вот мы пытаемся все свое, все, что можно сделать, свое. У нас такие компетенции высокие. Немножко потеряли, но вот восстанавливаем. У нас трудовые ресурсы, предприятия есть, которые делали супер оборудование нефтепромысловое. Поэтому уж сделать такую машину, это легче. А вот по этой машине какие вы поручения дали? Мы договорились так. Сейчас какому-то региональному оператору на месяц дадим обкатать ее, чтобы посмотреть. Вот, чтобы он пришел и сказал, да, мне машина нормальная, без сбоев работает и так далее. После этого, если подтверждает, что испытания прошли хорошо, мы придумаем долю поддержки от правительства, субсидирование этой техники, но пропишем там условия, что все изготовлено в Республике Башкортостан. У нас уже в 2 местах готовят. Насколько я знаю, по-моему, в Туймазах еще хотят навесное такое оборудование делать. Вот будет конкурс, и по конкурсу будем брать свою технику. А от этого выиграем только мы. Конечно. Спасибо. Спасибо.